Клянемся до последней капли крови, до последнего вздоха защищать дорогую отчизну. Клянемся! Клянемся смело идти навстречу опасностям, презирая смерть. Клянемся! Клянемся каждой каплей крови нашей. Клянемся жизнью наших детей, родителей и жен, не опозорить в бою с ненавистным врагом исторической славы нашей Родины и чести боевых знамен. Клянемся! Эту клятву принесли перед боем воины 39-й стрелковой дивизии. Подобные клятвы звучали в каждой роте, батальоне, полку. Проверка действенности стратегии, оперативного искусства и тактики борющихся сторон совершенствовалась в ходе битвы, которая превосходила все известные в мировой истории по грандиозности масштабов. 9 мая. Западная окраина Мамаева кургана. 3 часа пополудни. Здесь состоялось большое военно-театрализованное представление эпизодов войны. Присутствующим ветеранам-фронтовикам напомнили наиболее яркие страницы их опаленной пожаром войны боевой юности. Сталинградская битва – одно из величайших сражений в истории человечества. Небывалое противоборство двух армий на рубеже Великой Русской реки Волги закончилось сокрушительным поражением врага. Сталинградская битва явилась началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной и в целом всей Второй мировой войны. Легендарный подвиг ее участников навечно останется в памяти народа. Поднимаются в атаку солдаты батальона 39-го гвардейского полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева. Личный состав 1-го батальона 241-го стрелкового полка полковника Горишного. Именно этим соединением выпала очень нелегкая доля в Сталинградской битве сражаться за Мамаев курган, главную высоту России. В течение 135 суток он был ключевой позицией обороны города. О напряженности боев на этом участке Сталинградского фронта говорит такой факт, что в отдельные дни эта высота по нескольку раз переходила из рук в руки. Мужество и героизм в бою проявили командир 6-й роты 39-го гвардейского полка и лейтенант Чупрына. Несмотря на сильный пулеметный огонь немцев, наши солдаты, овладевая первой траншеей, закрепляются в ней. Враг не желал признавать своего поражения. Стремясь восстановить обстановку, гитлеровское командование бросает на наши позиции подразделения 14-й и 24-й танковых дивизий. Вы видите, как перед вами немецкие танки. Атака наступающих войск захлебывается. На амбразуру вражеского дзота летят гранаты, но огонь пулемета продолжается и не ослабевает. Успех атаки обеспечивает подвиг командира отделения 15-й гвардейской стрелковой дивизии младшего сержанта Николая Сердюкова. Сердюков закрывает амбразуру пулемета, спасая своих товарищей. За героизм и мужество младшему сержанту Сердюкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В центральной части города шли изнурительные бои. Город пылал. Фашисты делали одну попытку за другой прорваться к Волге, к переправам. Но на пути гитлеровцев вставали бойцы 13-й гвардейской дивизии генерала Родимцева. Они создали крепкую оборону, превратив отдельные здания в опорные пункты. Всему миру известны героические эпизоды из Сталинградской битвы. О каждом сказано и написано. Один из этих эпизодов – героическая оборона дома Павлова. На площади 9 января для такого опорного пункта был облюбован жилой 4-этажный дом.
чудом уцелевший среди развалин. Его оборона вошла в историю Сталинградской битвы как оборона дома Павлова. Удерживаемый небольшой группой гвардейцев, он стал неприступным бастионом, имевшим не только военное, но и огромное моральное значение. В дом Павлова часто приходил знаменитый снайпер 39-й стрелковой гвардейской дивизии Чехов. Из чердака вел меткий огонь по врагу. В ходе напряженной борьбы с врагом героический гарнизон непрерывно совершенствовал оборону. Ввиду того, что от бомбежек с воздуха и минометного огня здание разрушилось, гвардейцы создали дублирующую огневую систему за его пределами, соединив огневые точки подземными ходами сообщения. Ни одному фашисту не удалось пройти безнаказанно по тем улицам, которые держали под прицелом гвардейцы. Под непосредственным руководством командира 7-й роты старшего лейтенанта Наумова, командира стрелкового батальона. Вы видите рукопашный бой, в который вступили гвардейцы с прорвавшимися гитлеровцами. Они действуют смело и решительно. Американская газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн» в номере от 27 сентября 1942 писала: «В необразимом хаосе бушующих пожаров, густого дыма, разрывающихся бомб, разрушенных зданий, мертвых тел, защитники города отстаивали его со страстной решимостью не только умереть, если потребуется, не только обороняться, но и где нужно наступать, где можно, не считаясь жертвами для себя и своих друзей, своего города. Враг разбит, оставшиеся в живых фашистские солдаты взяты в плен. Враг разбит». План разгрома гитлеровцев под Сталинградом получил название «Уран». 19 ноября 1942 года в 7 часов 30 минут прозвучала команда «Огонь», и залпом реактивных установок началась артиллерийская подготовка. 3500 орудий минометов громили оборону врага. Вы видите движение фронтов к соединению друг с другом, с теми, кто оборонял Сталинград. К концу ноября 6-я армия Паулюса была зажата в стальном кольце советских войск. Фронты сомкнулись. На открытой площадке навстречу друг другу пробиваются с боем группы бойцов. Вот фронты сомкнулись. Ура! 2 февраля капитулировала и северная окруженная группировка врага. Бойцы действия на Волжском берегу, боевые действия прекратились. Операция «Кольцо» завершилась разгромом 22 дивизий противника. 91 тысяча гитлеровцев была взята в плен. Всего же за 200 дней и ночей битвы на Волге противник потерял убитыми и ранеными, плененными более 1,5 миллиона человек, 3500 танков, штурмовых орудий, более 3000 самолетов, 12 тысяч орудий и минометов, 75 тысяч автомашин. Слава героям Сталинграда! Победоносный исход Сталинградской битвы имел большое военно-политическое значение. Она внесла решающий вклад в достижение коренного перелома как в ходе Великой Отечественной войны, так и всей Второй мировой войны. Явилась важнейшим этапом на пути к победе над фашистским блоком. Победа в Сталинградской битве была результатом неизгибаемой стойкости, мужества, массового героизма советских войск. За боевые отличия, проявленные в боях, 44 соединениям, частям были присвоены почетные наименования сталинградских, донских, басаргинских, воропоновских, земняковских, кантемировских, котельниковских, среднедонских, тацинских. 55 награждены орденами, 183 части соединения и объединения были преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров награждены орденами и медалями, а 112 человек удостоены звания
Героя Советского Союза. Медалью за оборону Сталинграда было награждено более 700 тысяч участников битвы. Выдающаяся победа под Сталинградом показала возросшую мощь советской армии и ее высокое военное искусство. В Сталинградской битве были блестяще осуществлены стратегические, оборонительные, а затем и наступательные операции группы фронтов с целью окружения и уничтожения крупной группировки противника. Исторический экскурс представления еще один повод вспомнить, какой дорогой ценой досталась нам победа.